Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Завершился 2022 год. Россия и Якутия стоят на пороге новой эпохи, которая ознаменована кардинальными переменами. Нас интересует, как преодолела этот непростой год республика. Наш гость в студии Максим Терещенко, министр промышленности и геологии Республики Саха-Якутия. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Удалось ли достичь рекордов по добыче угля, нефти, газа, золота? Каковы прогнозы добычи на этот год? Очень емкий вопрос. Мы, конечно, ориентируемся не на то, чтобы ставить рекорды, а сначала исполнить плановые показатели, потому что от этого зависит поступление в бюджет налоговый, а значит и строительство новых домов, школ, больниц. Поэтому сразу скажу, плановые показатели нашими компаниями, в которых, кстати, акцент делается на местные кадры, достигнуты по всем направлениям и действительно достигнуты очередные исторические рекорды. Здесь какую отрасль не возьмешь, хочется и надо гордиться нашими промышленниками, потому что несмотря на санкции, несмотря на новые вызовы, с которыми мы столкнулись в прошлом году, на определенные трудности, вопросы, которые мы вместе решали с самых первых дней, эти результаты говорят сами за себя. Возьмем, к примеру, нефтегазовую отрасль. По нефти у нас прирост произошел на 8%. Это более 18 миллионов тонн, соответственно, нефти. По газу более 17 миллиардов кубометров газа. Опять-таки, потому что развивается Чиндинское месторождение. По углю мы приблизились уже к 40 миллионам тонн. Напомню, что буквально десятилетия назад эти объемы были куда скромнее, кратно в разы, а сегодня это уже 39,2 миллиона тонн. Это новая жизнь Южной Якутии, города Нерюнгри. Это передовые компании для всей страны, самые быстрорастущие: Эльга-Уголь, Колмар. Возьмем по золоту, это очередной рекорд, который уже третий год подряд выше, чем в советские времена. Опять-таки заслуга наших компаний, которые даже в это непростое время продолжили модернизацию своих производств, продолжили прирастать новыми участками, проводят геолого-разведочные работы. Этот показатель 46 тонн. Сейчас статистика еще работает, и мы верим, что здесь будет не уменьшение, а даже увеличение. Дождемся этого момента. По алмазам компания смогла найти выход, наша алмазодобывающая, Гигант, Алроса. И это рекорд и к прошлому году, соответственно, и видим перспективы дальнейшего развития. Мы по многим позициям на первом месте и в ДФО, в лидерах по Российской Федерации. Если интересно, то и здесь тоже готов прокомментировать. По следующему году, на следующий год мы продолжим этот рост по всем отраслям, будем искать новых партнеров, новые рынки сбыта. Поэтому тоже готов, если интересно, прокомментировать эти показатели. То есть каковы прогнозы добычи на этот год? К примеру, по нефти придем уже почти к 19 миллионам, 18,9 где-то. По газу будет преодолен исторический рубеж в 20 миллиардов кубометров. Я думаю, 23 точно возьмем. По углю перейдем за 40 миллионов тонн. Еще раз отмечу, благодаря чему. То есть это Эльга-Уголь, это самая быстрорастущая компания Российской Федерации. Это компания Колмар, которая входит в топ-3 угольных предприятий по темпам роста угледобычи. Это ввод в прошлом году на ВЭФе Сылахского угольного разреза Антрацит Инвест проекта. Это развитие Долгучана. И, кстати, у нас одним предприятием, миллионником станет больше. Они в этом году преодолеют планку в 1 миллион тонн. По нефти это Сургут нефтегаз, ТАСС, Юрях нефтегазодобыча, Газпром добыча Ноябрьск. То есть те компании, которые обеспечивают нам этот рост. По олову, кстати, в прошлом году исторический рекорд. Мы преодолели планку в 600 тонн, мы вторые в России. Кстати, по нефти мы первые на Дальнем Востоке, по газу вторые. По углю мы вернули себе пальму первенства после расширения Дальневосточного федерального округа. Но мало того, угольщики сделали все, и сегодня республика прочно в числе первых 3 угольных регионов нашей страны. По сурьме наша республика первая, а это очень важно для импорта замещения.
И что уж говорить об алмазах, где наша компания «Алроса» является не только первой в республике, первой в стране, но и первой в мире. Ваше министерство активно развивает проекты в южной части региона. Особенно привлекает так называемый южный промышленный кластер. Это проекты Кючузский с энергетическим центром в виде атомной станции малой мощности и Алданский промышленный кластер «Газопереработка». Какой экономический и социальный эффект от реализации проектов получит республика? Замечательный вопрос. Кючузский кластер. Кстати, в прошлом году там уже начались геолого-разведочные работы с привлечением федеральных средств. Очень серьезное внимание Минвосток развития, руководителей других федеральных ведомств к этому проекту. Почему? Потому что это новое качество жизни в арктической зоне нашей республики. Это будет серьезнейший пример и для многих других регионов и недропользователей. Потому что это возрождение, это новый этап жизни, развитие промышленности в Арктике, это формирование уверенности в будущем для тех людей, кто там живет, это привлечение новых трудовых ресурсов. Вот в скором времени в рамках отчета правительства как раз окажемся в Усть-Куйге. Это развитие социальной инфраструктуры, потому что даже на этапах строительства будет привлечение людей, а им нужно создавать соответствующие условия. Это значит развитие даже, к примеру, социальной инфраструктуры, да, и малого предпринимательства, и среднего в том числе. Это развитие логистики, дорог, это развитие инфраструктуры. Придет надежное энергоснабжение благодаря атомной станции малой мощности, которые, эти мощности будут задействованы не только на производстве, но и в населенных пунктах. То есть это такой вот комплексный эффект, и он долго идущий. Если говорить об Алданском промышленном кластере, то здесь, да, вы правильно отметили, он базируется на газификации, причем в тесной связке с Ленским районом. Это Отрадненское месторождение, соответственно. Мы предлагаем компании «Газпром», чтобы не в ущерб экспортным поставкам газа по Сибири, мы с нашего республиканского месторождения брали газ и, соответственно, использовали его в рамках поручения президента по развитию на восток, по этому правильному вектору развития наших производств, наших отечественных производств. Мы понимаем, что по золотодобыче, к примеру, это будет прирост на четверть тем объемов, о которых я уже вам сейчас сказал. А это рабочие места для нашего населения, для наших якутян. Кстати, вот только что обсуждали, средняя зарплата в золотодобыче более 116, например, тысяч рублей. То есть это очень серьезно, особенно когда если водитель самосвала или тем более экскаватора, они могут получать и за 200 тысяч рублей, например, если по вахте работать. Ну и, соответственно, налоги, эти все средства, они вкладываются в наши села, в наши города, в наши поселки. Помимо этого, это развитие газопереработки в Алданском, опять-таки, районе. Это возможность газификации Нерюгринской ГРЭС. Сегодня это угольная станция, планирование 2 энергоблоков на 450 мегаватт, и все эти мощности для восточного полигона железных дорог. Но у нас же мы развиваем наше производство, к примеру, железные руды. То есть мы говорим о том, что надо не только добывать, но и перерабатывать, вплоть до горячего брикетированного железа. И здесь нужна электроэнергия. Вот он потенциал, который создает нам газификация и реализация Алданского промышленного кластера. Понятный разворот на восток, понятное развитие производства у нас в республике, серьезнейший прирост экономики, это минимум 2, наверное, процента к валовому региональному продукту только. Это если кратко. Давайте поговорим о внутреннем рынке. Потребление газа как более экологичного и экономичного топлива. Каких рекордов удалось добиться в реализации президентской программы по газификации и переводу котельных? Социальная газификация действительно важнейшая задача, которая стоит перед нами. Это такой правильный вызов для правительства республики, для газовых компаний, которые работают у нас на территории. В прошлом году, в позапрошлом, когда мы приступили к реализации, люди, наверное, смотрели с определенными вопросами. А правда ли, и вот здесь вот очень важный тезис этой программы, что газ будет бесплатно подводиться к домам граждан, к границам домовладений. И когда они увидели, что это действительно так, что это правда, да, что поручение президента исполняется оперативно, быстро, то
что если нам вначале приходилось проводить серьезную информационную кампанию, действительно мы доводили до каждого дома, до каждого жителя, причем старались сделать это с использованием различных каналов, в том числе и на вашей площадке, то затем, как сказать, все больше и больше людей приходили и обращались к нашим газовым операторам. У нас единый газовый оператор по республике – это компания «Сахатранснефтегаз». Работаем с «Сахалтрансгаз», соответственно. И здесь рекорды. А самое главное, что за этими рекордами стоят наши жители, вот семьи наших якутян. Социальная программа это перевыполнена практически в 1,5 раза. Это рекорд, это пример по стране. Не зря мы нашей республикой заняли первое место по социальной газификации на Дальнем Востоке. 1877 домов, а значит семей, получили по этой программе в прошлом году газ. Напомню, что штаб по социальной газификации у нас возглавляет Айсан Сергеевич Николаев, глава нашей республики. Благодаря этому у нас были приняты в рамках этой программы значимые решения, расширенные категорию людей, которые могут воспользоваться помощью. Например, многодетные семьи без учета доходов. Я обращаю внимание, без учета доходов. Многодетная семья может получить помощь в 150 тысяч рублей на газификацию своего дома. Это ветераны боевых действий, например, в том числе участники специальной военной операции. Им тоже такая оказывается помощь, и тоже без учета доходов. То есть главное здесь, чтобы газ пришел в наши семьи. Помимо, то есть и сумма, вот сейчас как раз Айсан Сергеевич проводил совещание, была озвучена очень важная цифра, что, я даже приведу, вот за 15 лет республика оказала помощь своим гражданам на газификацию домов почти на 1 миллиард рублей. Почти на 1 миллиард рублей. Это более 10 тысяч семей смогли воспользоваться этой помощью. И дальше. По подключению наших жителей к домам республика вышла на 5-е место по стране. Было построено беспрецедентное количество газовых сетей нашей национальной компании «Сахатранснефтегаз» и «Ахал-Трансгаз», соответственно. Построены 43 километра магистрального газопровода КСЛСР, вот 4-й километр. Это очень важно для надежности энергоснабжения нашего центрального энергорайона. И эти рекорды можно продолжать, поэтому спасибо вам, что пригласили. И разрешите еще раз слова благодарности передать нашим газовикам, которые сделали возможным такие важные цифры, эти рекорды для наших жителей. В стране активно обсуждается тема использования месторождений газа в Восточной Сибири для внутреннего рынка России и развития газотранспортной системы. Как это скажется на повышении внутреннего потребления газа и что это даст региону? Я конкретно отвечу по проектам, да. если вы не против, да, чтобы всем было понятно. Первое – это газификация, то есть все знают прекрасно силу Сибири. Да, газ прошел, вот я сейчас был в Алданском, Нерюнгринском, в Ленском районах. Жители ждут газ, говорит, проходит сила Сибири. Так вот, благодаря силе Сибири у нас 30 населенных пунктов вдоль этого магистрального газопровода получили возможность сейчас к началу газификации. Эта работа уже в этом году будет начата по 4 населенным пунктам, 2 в Ленском районе, 2 в Нерюнгринском районе. Дальше следующий, например, газопровод – это Нюрбинский поток. Соответственно, здесь, Анакынский поток, прошу прощения, газификация в этом направлении. Мы продолжим газификацию поселений вдоль уже действующих газопроводов. Это население, это наше предприятие сельского хозяйства. Максим Викторович, с вами можно беседовать бесконечно. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, очень признателен. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.